Весной следующего года Россия уже в 4-й раз примет Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Сейчас идет масштабная подготовка. Так, в Чувашском госуниверситете открыли центр обучения волонтеров. Одним из них планирует стать Людмила Боброва. Она уже была участником фестиваля в 1985 году и серебряным волонтером в 2017. О том, почему Людмила опять подала заявку, в репортаже Ольги Пырочкиной. Июль 1985 года. В Москве стартует 12-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Среди 34 тысяч участников выпускница Высшей следственной школы при МВД СССР Людмила Боброва. На самом деле у нее и ее однокурсников секретная миссия. Под видом участников они следили за порядком на ключевых мероприятиях фестиваля. Мы знали свою задачу. Мы были там, где массовое скопление происходит. И наблюдали очень бдительно. С тех пор я очень бдительный человек. Я могу, пронаблюдав с балкона за человеком, уже могу рассказать очень много. Очень запомнилась церемония открытия, говорит Людмила. Несмотря на строгий инструктаж по службе, молодость и любопытство взяли свое. Я увидела, во-первых, первый раз самого Горбачева. Свита Горбачева прошла прям почти рядышком с нами. Вот. И я как-то так вот посмотрела, не нарисовано ли это пятно. Потом, значит, Карел Гот появился. Ну, для нас это был любимый певец. После фестиваля уже дипломированным следователем Людмила вернулась в Чувашию. В 2000 году она вышла на пенсию в звании подполковника юстиции. В жизни случалось всякое. К примеру, серьезная черепно-мозговая травма в результате аварии. Правый глаз с тех пор не видит. Людмила теряла самых близких людей, но с ней всегда оставалось одно – любовь к жизни. И когда в 2017 году Всемирный фестиваль вернулся в Россию, пропустить его она не могла. Прошла отбор и стала серебряным волонтером. Я решила управление потоками взять. Мне это так понравилось. Это ведь такая возможность прямо вот близко. И потом, мы же как к ним относимся? Встречаем, дай пятеру волонтеру, обнимашки, ну это же вообще просто. И вот они улыбаются уже издалека. Между фестивалями молодежи, которые принимала Россия, прошло больше 30 лет. За это время, кроме карьеры во внутренних органах, Людмила получила 7 дипломов об образовании. Преподавала в вузе, разработала туристический маршрут по Чувашии, а сейчас занимается экскурсиями для школьников. Говорит, с молодежью ей интересно, потому что сама в душе молодая и озорная. Так на фестивале она научила иностранных студентов петь «Катюшу». Говорит, если в этот раз будет время, научат иностранцев петь и по-чувашски. На Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в следующем году, заявку в качестве волонтера Людмила, конечно, подала. И всем советует поступить так же. Национальное телевидение желает ей удачи и надеется встретиться на полях фестиваля. Я по жизни иду, конечно, со своим девизом, который я приобрела очень рано. Нашла вот это четверостишие. Звучит очень красиво, и мне очень нравится. У меня хватит смелости, хватит в сердце огня. Я прошу вас, не делайте ничего без меня. Ольга Пырочкина, Юрий Марков. Национальное телевидение Чувашии.